Мы возвращаемся в студию. К нам присоединились новые гости. Энвер Кадыров, глава организации «Правозащитное движение Крыма», и Эдем Смедляев, крымский адвокат, правозащитник. Здравствуйте, господа. Я хочу рассказать нашим телезрителям о том, что 2 ноября в Киеве в агентстве «Интерфакс» Украина состоялась пресс-конференция «Как ФСБ похищает и пытает людей в Крыму». На этой пресс-конференции правозащитники, адвокаты, представители общественных организаций и прокуратуры Автономной Республики Крым рассказали на примере Рената Параламова о том, какими методами действуют российские спецслужбы, как они давят на крымчан и как они пытаются добиться покорности. У нас есть небольшой видеоролик, мы хотели бы поставить его сейчас, а потом продолжим. Скажи. Едем в Симферополь, скажите. Ага, мы за тобой. Нет, за мной ехать нельзя, сказали. Может, Ну, лучше поедем в Снегурский ровно до сюда. Или в Симферополь. Это был осмотр. Че, лица прячем, да, от народа? Успокойся. Что? Ренат, мы за тобой. Ворвались люди в масс, пришли, перелезли через забор. Поначалу у них было даже у одного эмблема ФСБ. А потом, когда появилась толпа, как бы они быстренько это все сняли, замяли, как говорится, и спрятали. Половина этого населения было все симферопольцы, все разыскивали его. Я вот говорю то, что я говорю. Остались дежурить у дверей ФСБ. Никто оттуда не выходил, и никаких пояснений там нам не дали внятно. Поэтому мы продолжаем искать. Весь Крым обошли, вы понимаете, все лесополосы, вот Хаверский район, Белогорский район, Жаркой. Я расцениваю это как похищение. Ни одного звонка родственникам о том, что где он находится точно. Кто-то из правоохранительных органов лжет, по-любому лжет. Это было видео «Крымсос» о том, что произошло с Ренатом Параламовым. Дэм, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, зачем они это сделали? Ну, конечно же, им нужны свои агенты, им нужны скрытые свидетели, чтобы в тех уголовных делах участвовать, которые на сегодняшний день возбуждены в отношении крымских татар. Конечно, это сделано для того, чтобы запугать народ, что мы можем взять любого, пытать его, и после этого выкидывать их на автостанциях и где угодно. То есть все делается для этого. Просто это на этой пресс-конференции, на которой вы присутствовали, Ренат Параламов рассказывал, конечно, жуткие подробности. Я понимаю, что он рассказывал не все, потому что он старался быть очень спокойным, но я просто обратила внимание, что даже мужчины, которые были в зале, были в шоке. И вот там Ренат рассказал такой момент, что с него требовали подписать документ, что он нашел в 2014 году где-то взрывчатку, прятал ее у себя дома, а потом перепрятал эту взрывчатку в районе Симферопольского водохранилища. Более того, там даже снялся какой-то ролик, где он показывал, под каким камнем он ее закопал. И у него брали образцы ДНК.
Вообще это очень тревожная вещь, потому что мы понимаем прекрасно, что вот сегодня уже есть сообщение о том, что взорванный газопровод, еще мы опять-таки мы не понимаем, он был взорван или он взорвался, потому что Российская Федерация эксплуатирует нещадно всю инфраструктуру Крыма, потому что она просто не в состоянии обеспечить жизнедеятельность полуострова. И все-таки вот уже начинают обвинять, не обвинять, а допрашивать крымских татар на предмет того, что не взрывали ли они этот газопровод. Так, например, Эбазер Куку, брат известного правозащитника, адвоката крымского Эмир Усейна Куку, вот он был одним из тех, кого допросили по поводу этого взрыва. Меня очень тревожат вот эти вещи, то, что они делают. На примере Параламова я бы все-таки хотела понять, насколько велика опасность того, что на сегодняшний момент Российская Федерация может обвинять крымских татар во всех вот разрушениях инфраструктуры, в каких-то авариях и так далее? Ну, на протяжении 3 лет из крымских татар лепят террористов, экстремистов, то есть вешая на них такие ярлыки. Они, не находя при этом при обысках ни оружия, ни патронов, ничего. То есть поэтому мы говорим, что в Крыму реального терроризма нету, есть только виртуальный. И видно, на сегодняшний день решили показать, что все-таки он есть. И вот с помощью таких роликов, таких пыток пытаются показать или сделать из крымских татар террористами, реальными. Вот это одна из тех задач, которые выполняют спецслужбы, я так думаю. Вера, у меня к вам вопрос. Я слышала разговоры, например, представителей американских спецслужб еще в 2014 году о том, что Россия обращалась к ним, рассказывая о том, что на территории Крыма присутствовали в украинский период боевики ИГИЛ, то есть что они там только не рассказывали. И они пытались вовлечь американские спецслужбы вроде как в совместной работе в Крыму по борьбе с международным терроризмом. То, что произошло с Параламовым, и то, что мы видим сейчас, уже начались обвинения крымских татар, не обвинения, но подозрения. Понимаете, вот мне вот в этом ключе мне вспомнилось, как Мустафа Джемилев рассказывал на одной из пресс-конференций о том, как когда в советские времена было покушение на Брежнева, а он в этот момент тогда проживал у Петра Григоренко дома. И он говорит, что он позвонил, и Петр снял трубку, Петр Григоренко, и сказал: не возвращайся, скройся. Почему? Потому что было покушение на Брежнева, и в этом в первую очередь хотели обвинить крымских татар. Но потом оказалось, что это были не крымские татары. Слушайте, вот мы сейчас наблюдаем нечто подобное. Вы на этой пресс-конференции, где вы тоже были с Ринатом Параламовым, там поднимался вопрос о том, что свидетельств о пытках правозащитных организаций гораздо больше, чем даже известно обществу. Насколько велика эта проблема? Ну, я хотел бы осветить два аспекта вот этой проблемы, которые сейчас происходят в Крыму. Если брать, что произошло с газопроводом и линиями электропередач, то я так думаю, что крымские власти сегодняшние, они не справляются с той задачей, которая предстоит им выполнить зимой. И если случаются аварии и что-то такое, да, связанное с стихийными бедствиями, да, то им нужно просто это использовать для того, чтобы опять связать с наличием в Крыму экстремистов или террористов и тем самым оправдывать свою неспособность обеспечить, да, как бы, то, что вы говорили, жизнеобеспечение полуострова. Это один момент. А второй момент, то, что связано уже непосредственно с пытками, которые случились с Ринатом Параламовым, то я бы хотел сказать, что действительно это наивно полагать, что это только крымская проблема, крымская практика в ФСБ. Это общероссийская
практика, об этом говорит и мемориал, об этом можно прочитать и на Кавказском узле, особенно на Северном Кавказе. Там помимо пыток еще используют такую борьбу, так сказать, это внесудебные казни, потому что доказательств там не требуется, там они похищаются, люди похищаются, те, которые неугодные, это много было и с гражданскими активистами, и религиозными деятелями. Это их похищали, потом их находили мертвыми со следами пыток. Вот, поэтому я считаю, что это общероссийская такая практика, которая сейчас переместилась в Крым. И нужно отметить еще один такой факт, о том, что Палагин, Виктор Палагин, который возглавлял УФСБ Башкирии, за время его управления башкирским ФСБ были те же самые пытки, те же самые один в один теми, которые произошли с Параламовым. Это и избиение, и это и пытки электрическим током, и это угрозы изнасилования. Это то, что действительно сломило, да, в Рената, после чего он согласился оклеветать себя, клеветать всех близких своих и подписать то, что они его заставляли подписать. И только я считаю, что благодаря общественности, о том, что они поднялись, они тем гражданским активистам, которые стримили, которые по сетям интернет и соцсетям разнесли весть о том, что произошло. Мы как раз в это время находились в ОБСЕ на форуме в Варшаве, который проходил. Как раз мы получили известие об этом, и тогда и Дэн был, мы встретились там. Вот, и мы получили известие и тут же использовали эту площадку для того, чтобы известить мировую общественность о том, что произошло с Ренатом Параламовым. Мы несколько раз это делали, и представители от Крымсос, которые тоже там были, они это делали, и встречи потом уже вне сессии с иностранными представителями, которые там были, которые интересовались. И я четко вот сейчас отчетливо помню, как представитель Швеции к нам подошла и очень в подробностях пыталась расспросить, что произошло. Вот они, я думаю, что когда это происходило, и представители российской делегации, когда услышали о том, что мы информируем мировую общественность, наверное, наши действия и в Крыму общественных гражданских активистов спасли Рената Параламова. Я не хотел бы, конечно, говорить, делать аналогии, но его могла бы постичь участь Ришата Аметова и, возможно, Ирвина Ибрагимова. И слава Богу, что этого не произошло. Знаете, что меня беспокоит вот в этом ключе? То, что мы говорим, мы абсолютно правильно говорим, что Российская Федерация пытается представить крымских татар как экстремистов, как террористов. Теперь мы видим следующий шаг, идут какие-то взрывы. Возможно, я уверена, что это аварии. Вот послушайте, я правда в этом уверена, потому что мы видим, как там падают дороги, проваливаются ямы. Надо меньше красть. Но дело же не в этом. Дело в том, что это тут же они нашли способ для себя. Почему меня это беспокоит? Вот меня в этом смысле беспокоит еще один момент. Мы помним, что когда была блокада и когда был блэкаут, были сообщения о том, что ездили машины по Судаку и говорили о том, что это вот крымские татары, вот они, вот вы сидите без света, это они виноваты. Меня очень беспокоит этот момент, потому что когда Россия пытается представить крымских татар как неких террористов, еще и объяснить крымско-татарской угрозой аварии у себя на оккупированном полуострове,
это опасно, потому что это может привести к межнациональным конфликтам. Вот это меня очень беспокоит. И я, Эдем, это вот к вам вопрос. В Крыму вопрос вот этого межнационального мира. Насколько он сейчас актуален, как вообще обстоят дела с межнациональными отношениями в Крыму? Ну, адекватных людей, конечно, очень много, которые все понимают, что от того, что поменялась какая-то конъюнктура или мы оказались в какой-то другой стране, соседи с соседями не перестали разговаривать. Конечно, те настроения, которые нагнетаются по телевизору, в обществе, они, конечно, свой этот отпечаток делают. Но адекватные люди как бы ведут себя более-менее нормально. Хотя иногда бывают какие-то вспышки непонимания, вспышки угроз, упреков и всего остального. Но в общей массе, конечно же, люди все-таки адекватные и не ведутся на всю эту пропаганду и, ну, как бы, таких явных проявлений я, по крайней мере, не наблюдал. Это очень важно, потому что, в принципе, в Крыму не было межнациональной розни как розни. Там было противостояние крымско-татарского народа как субъектной группы с произволом местных чиновников. Это местные чиновники пытались представить это как некое противостояние славянской и мусульманской группы. На самом деле все было совершенно не так. Это мы все, кто проживал в Крыму, все прекрасно понимают, о чем шла речь. Энвер, у меня к вам вопрос. В октябре на пресс-конференции в Киеве вы вместе с Эмилием Курбединовым призвали украинскую власть на законодательном уровне решить вопрос о статусе крымских политзаключенных и их семей. О чем мы говорим? Что необходимо сделать Украине? Украине нужно определиться, во-первых, с теми гражданами, которые находятся на оккупированной территории. Должен быть четко прописан статус их, да, подпадают ли семьи тех лиц, которые преследуются со стороны Российской Федерации, их четко можем определить, что это слабо как социально защищенные, в общем, даже совсем не защищенные граждане, люди, которые остались на оккупированной территории. Абсолютно верно, потому что семьи не могут выехать, потому что им надо носить хотя бы передачи, им надо посещать адвокатов, им надо быть рядом со своими близкими, которые находятся в тюрьме. Поэтому они они действительно находятся в очень тяжелом положении. То есть необходимо поддерживать семьи. Да, понятно. Поэтому здесь вот вопрос о том, что определить, например, временную утрату кормильца, да, потому что не совсем, а утрата кормильца, а именно временная. И в связи с этим какие можно материально помогать или юридически помогать и так далее. Все эти вопросы оговариваются. Я надеюсь, что в том законопроекте, который рассматривается сейчас в Верховной Раде, эти моменты учитываются. Но тут нужно отметить один момент, что, например, статус политзаключенного, я думаю, это не прерогатива государства определять политзаключенных, кто является политзаключенным. Это правозащитная организация. Поэтому здесь момент такой, что то определение, которое дают правозащитные организации, с этим определением государство должно согласиться и после этого сделать определенные шаги навстречу семьям политзаключенных, либо признанию его каких-то качеств политзаключенных. Вот, например, Олег Сенцов, он был признан политзаключенным, его определял политзаключенным Мемориал российский. Какая организация у нас дает такой статус? Приблизительно с этой ситуацией столкнулись, потому что в каждой организации или у Министерства
иностранных дел Украины свой список, у общественных организаций другой список. То есть здесь нужно прийти к общему согласию, чтобы этот список был единый, и чтобы он актуально менялся и пополнялся. Да? То есть он соответствовал, четко шел в ногу со временем, так сказать. Поэтому в этом отношении взаимодействие правозащитных организаций и властей Украины, оно вот сейчас наиболее важным является. Да, у меня к вам вопрос еще один тоже. То есть меня сейчас интересует, что можно, что необходимо сделать, какие шаги предпринять для того, чтобы облегчить, во-первых, участь людей, попавших под политические репрессии в Крыму, а во-вторых, все-таки работу адвокатов. Вот, например, Марк Фегин 2 ноября в своем фейсбуке он написал о том, что по поводу юридической работы в Крыму, в ситуации продолжающихся репрессий, я бы хотел сказать о том, что за месяцы работы с Эмилием Курбедином и Демом Семедляевым я убедился, что именно они тянут основной груз адвокатской работы и должны получать всестороннюю поддержку. Необходимо приложить максимальные усилия для обеспечения их работы на месте. Марк Фегин говорит о том, что те адвокаты, которые посещают Симферополь челночно, это все-таки это не совсем то, потому что надо выезжать в секунду буквально на защиту. Иногда, вот как мы видели, как с Параламовым, это просто, то есть поиски организовывать буквально в 1 минуту. И вот тут у меня вопрос. Как украинское государство может максимально облегчить вашу работу в аннексированном Крыму? Ну, конечно, большое спасибо коллегам из России, которые, несмотря ни на что, приезжают и помогают, пишут вот такие приятные посты. За это им огромное спасибо, что они в трудный момент не оставили нас и приезжали, защищали наших крымских татар. Это первое. Второй момент. Ну, конечно же, вот этот закон, если будет принят, если будут назначены этим семьям какая-то финансовая помощь, финансовая поддержка, потому что все мы знаем, что без денег, конечно же, тяжело растить детей, без кормильца, содержать семью. Все это очень сложно. И поэтому, если люди будут чувствовать эту помощь со стороны Украины, то это будет очень хорошо. Но вы сейчас говорите не о себе, а о людях. Вы опять о людях, а о себе. Вам, как адвокату, что могло бы облегчить вашу работу? Нашу работу? Как бы мне и сказать, честно говоря, нечего. Что же может нам облегчить работу? Конечно же, вот такие вот эфиры. Это работа журналистов, которые освещают эти дела, которые делают эти дела публичными. Вот это тоже очень большой вклад в нашу работу. То есть мы не можем по политически мотивированным делам работать в отрыве от журналистов. То есть эти дела мы делаем максимально публичными, чтобы информация об этих делах доходила не только до Крыма, до Украины, но и до всего мира. Потому что мы видим, что благодаря освещению этому удалось донести до большой массы людей задержание и аресты Ахтема Чийгоза, и в результате им удалось освободиться. То есть все, вот, как бы оно все взаимосвязано. И, конечно же, работа адвоката тоже с этим связана. И понятно, если не будет финансовой поддержки семей, то эти семьи не смогут и оплачивать труд адвокатов, не смогут оплачивать поездки адвокатов, потому что мы знаем, что многие суды по делам террористической направленности, они рассматриваются в военном суде в Ростове. Иногда в Башкирии, вот как это с Зайтулаевым происходит, да, он там находится. Его отправили уже туда отбывать наказание, но все равно, даже когда его туда отправили, мы, адвокаты, мы не оставляем их, мы постоянно стараемся их посетить, поддержать, узнать, в каком у них состоянии, какие очередные нарушения там им придумали, почему они не выходят уже там 3-4 месяца на связь.
То есть, конечно же, и для всей этой работы необходимы финансы. То есть это ясно. Вера, меня... С вашего Да, позволения, конечно. хотел бы добавить один такой момент существенный о том, что в отношении ситуации, которая сейчас сложилась в Крыму, действуют две международные конвенции. Это защита прав правозащитников и конвенция о недопущении пыток. То есть здесь все факты, допустим, нарушения прав правозащитников, адвокатов, правозащитных организаций и так далее, которые вероятные, да, или уже были факты такие, когда против Эмиля Курбединова была предпринята попытка его давления на него. так же, как Николая Полозова, да. Полозова, да. То есть освещение этих событий, это включает механизмы работы этих конвенций, и последствием этих нарушений этих конвенций это определенные санкции против России уже на международном уровне. То же самое мы говорим о пытках. Зафиксированный факт, преданный публичности факт. Да, я думаю, он будет все-таки сдерживающим фактором для России в том, чтобы она не применяла таких садистских, жестких методов для того, чтобы там какие-то достигать там своих политических целей каких-то. Я хотел бы сказать в этом отношении, что на самом деле, если мы берем определение, да, международного терроризма, это говорится о том, что достижение путем устрашения каких-то политических целей. Да. На самом деле, кто сегодня действует таким образом, кто достигает своих политических целей путем устрашения, это Россия. Поэтому мы можем смело говорить о том, что они четко подпадают под определение международного терроризма. Скажите, вы согласны с формулировкой о том, что прекратить, во всяком случае, ослабить давление страны оккупанта на крымчан, возможно, усилением санкций, возможно, персональными санкциями за каждый такой случай? Эти факты должны фиксироваться, эти факты должны собираться в определенные кейсы, правильным образом оформляться и передаваться для того, чтобы это ложилось в основу тех мер усиления или ослабления, я думаю, все-таки в сторону усиления санкций, для того, чтобы не допустить или делать определенное давление на Российскую Федерацию в том, чтобы она немножко остепенилась в плане такого жесткого давления на крымских татар за их нелояльность к Российской Федерации. У меня еще есть к вам один вопрос, потому что мы понимаем, что в связи с тем, что произошло, то есть Россия нагло оккупировала Крым, развязала войну в Украине. И в ответ Украина своим сопротивлением, она за 3 года сформировала уже определенный бэкграунд и себе, и Российской Федерации как стране-агрессору. И вот сейчас у нас есть такой момент, что в Украине ищут убежище огромное число российских граждан, тех же самых правозащитников, журналистов, которым угрожает опасность в России. Здесь ищут убежище огромное число представителей мусульманских организаций. Они просто прячутся здесь. И я знаю, что одна из проблем, которой вы занимаетесь, это вопрос предоставления политического убежища. С этим есть какие-то проблемы. Объясните, в чем проблема? Проблема здесь в следующем, в том, что с одной стороны, как бы внутри есть определенные установки, то есть здесь ситуация такова, что Державная миграционная служба, она работает еще по инерции, я не знаю, советского, да, времени, там, или после, когда сложилась ситуация, что мирного такого в рамках СНГ сосуществования, что мы возвращаем тех беглецов, которые будут перемещаться из одного государства. Но сегодня Украина изменилась, она должна четко для себя взять позицию защиты тех угнетенных, которые на самом деле
приезжают с явными доказательствами. Что Насколько я понимаю, есть в международном праве, в принципе, правовое государство не может выдавать тех, кто на родине будет подвергнут политическим репрессиям. Да. В чем проблема, когда к нам приезжают те же представители Хизбут Тахрира, например, российского и так далее, потом туркменских партий. Почему мы не... Их выдают, это ведь, или пытаются выдать, во всяком случае. И на их защиту становятся опять-таки правозащитники, опять-таки журналисты. То есть, я не понимаю, у нас мы не можем доказать статус этого человека, который прибыл на территорию украинского государства как политического заключенного, политического преследуемого. Я вам хочу сказать о том, что вот последнее решение суда, Львовского апелляционного административного суда по поводу жалобы одного из беженцев из России, он тоже это были женщины, и они проходили по статье 205.5, которая применяется сейчас для давления на крымских татар. Что это за статья? 205.5 – это участие в террористической организации. То есть в данном случае это Хизбут Тахрир имеется в виду или что-то другое? Ну, это как бы в общем, и Олег Сенцов тоже по этой статье. Вот. Ну, в данном случае их подозревают участие в организации Хизбут Тахрир. И здесь доводы ДМС были такие, что люди, подозреваемые после запрета, после внесения в список террористических, продолжали свою деятельность там, и так далее. Да? И тут возникает ситуация, да, вот, потому что говорят, ну, сами виноваты, и, мол, мы отказываем им в предоставлении убежища. Но тут возникает ситуация, что если, например, сегодня в Крыму запретили меджлис крымско-татарского народа, так, то получается, что тот, кто делает, поддерживает меджлис и высказывает поддержку, он умышленно делает, и если будет Россия его преследовать, значит, он сам виноват. То есть вот эта позиция, она немного... Но она какая-то, слушайте, она странная, потому что Хизбут Тахрир не запрещен на территории Украины. Более того, у нас огромное число политзаключенных крымских проходит именно по этому делу. И, слушайте, ну вот это тоже один такой странных моментов, потому что это опять-таки мы возвращаемся к правозащитным организациям, к статусу политзаключенных, потому что одно дело давать статус политзаключенных нашим гражданам, которые преследуются в Крыму, но другое дело давать статус политзаключенным иностранным гражданам. Здесь, опять-таки, в позиции Украины, потому что Украина должна определиться все-таки с тем списком, да, в который внесен Меджлис крымско-татарского народа как экстремистская организация и Хизбут Тахрир как террористическая организация, потому что российские правозащитники говорят о том, что нет ни одного факта совершения террористических действий и так далее. Да? То есть это было в закрытом режиме принято решение, с политическим мотивированное решение. И попытка обжаловать со стороны российских правозащитников это решение, оно не привело нужному результату. И об этом решении люди уже узнавали через год, после того, как уже не было возможным это обжаловать, когда их уже приходили, арестовывали и говорили, что они являются террористами. И здесь вот такой как бы факт, который, я думаю, следует критиковать, потому что если повод для репрессий ложный, так, то здесь и защита крымских мусульман, которых подозревают, и с этим как бы ложным поводом пытаются их обвинить в том, что они являются якобы террористами.
Да, у нас остается буквально немного минут. Я вот о чем хочу вас еще спросить. Здесь идет постоянный разговор о том, что необходимо создать фонд для защиты, который, ну, во-первых, выплачивать гонорары адвокатам, обеспечивать поездки, обеспечивать детей. Сегодня об этом у нас говорила пресс-секретарь МИДа Мариана Беца, о том, что этот фонд будет создан. Вот на ваш взгляд, что это должен быть за фонд? Понятно, что его создает государство Украина, но все-таки вот правозащитники настаивают на том, чтобы в него все-таки входили, в том числе в наблюдательный совет этого фонда, возможно, главы других государств, то есть Германии, например. Ну, то есть те люди, которые понимают, что вот такие-то средства, такое-то количество дел. Кто-то говорит о том, что нет, этот фонд должен быть благотворительным и включать в себя исключительно правозащитные организации. На ваш взгляд, вот вы как ощущаете, чья поддержка оказывается более весома, когда речь идет о конкретной судьбе? Государств, либо организации общественности? Ну, из практики скажу, что на сегодняшний день, конечно, мы поддержку общественных организаций чувствуем больше, чем государство. Но я думаю, это должно для государства быть стимулом работать в этом направлении и развиваться, и помогать больше. Потому что действительно общественные организации сегодня очень много делают для того, чтобы и поддерживать детей, и помогать с перелетами адвокатов, и с другими делами. Такой поддержки мы пока не видим, к сожалению, со стороны государства. А кто должен входить в этот фонд, как он должен формироваться, для людей, в принципе, все равно. Главное, чтобы он был рабочим, главное, чтобы он помогал и выполнял те функции, которые как бы заложены в этот фонд. Вер, тогда к вам вопрос по поводу этого фонда. Роль государства в таких делах, как помощь, сбор финансов, насколько это вообще необходимо? Необходимость острая, потому что те проблемы, которые озвучивают адвокаты, и с теми проблемами, которые обращаются семьи политзаключенных, и весь спектр освещения этих проблем, донесения до международных организаций, тогда он нуждается в определенном финансировании, потому что выезд на площадки международные с правозащитников, чтобы они могли сообщать о тех проблемах, которые возникают, или пострадавших от репрессий. Так как вот недавно выезжали представители Крымской солидарности и говорили о том, что они жестко дискриминируются, да, по религиозному и национальному признаку. То есть это все сейчас происходит на средства общественных организаций, вот, и поэтому здесь участие государства и ощущается, да, необходимость, острая необходимость. Поэтому... А там в Крыму это важно понимать, что мне просто вот Важно. Важно понимать. Я считаю, потому что если люди будут чувствовать заботу о себе, если они будут думать, если они будут уверены в том, что о них кто-то заботится, то и дух, да, для того, чтобы противостоять вот этому давлению, да, он будет... То есть, если Украина считает крымчан гражданами Украины, то она, конечно, должна защищать, должна поддерживать. И от этого, это крымчане, конечно же, будут чувствовать, крымские татары будут чувствовать. И что Украина как государство не бросила их, что она поддерживает. И все вытекающие из этого. Поблагодарим наших гостей, Демиса Медляева, крымского адвоката, и Энвера Кадырова, правозащитника, главу организации «Правозащитное движение Крыма». И действительно сложно не согласиться, потому что государство не может перекладывать ответственность и работу на общественные организации, потому что гражданин, особенно гражданин в оккупации, должен знать, что у него есть страна, и его страна заботится о нем. Не переключайтесь.
Мы вернемся в студию через несколько минут вместе с Гульнарой Бекировой и Людмилой Гриневич. Продолжим наш разговор. Будем говорить о синдроме народа-жертвы и о том, как быть тем народом, которые подвергаются репрессиям.